Добро пожаловать в автоматизированную информационную систему Мугалим. Инструкция по использованию системы Мугалим. Зайдите на сайт bilim.gov.kg. Выберите Мугалим. Введите ваш PIN и пароль для авторизации. Откроется главное меню. В центральном блоке страницы можно ознакомиться с последними новостями Министерства образования и науки Кыргызской Республики, просмотреть объявления, узнать о конкурсах, вакансиях, наградах, а также другую актуальную информацию. В разделе «Вакансии» можно ознакомиться с актуальными предложениями о работе, подходящими для вас, с возможностью фильтрации по требованиям и условиям. В разделе «Конкурсы» можно просмотреть последние новости объявленных конкурсов для руководителей общеобразовательных организаций, подать заявку на участие, ознакомившись с условиями и требованиями конкурса. В разделе «Награды» можно ознакомиться с информацией о текущем приеме документов для награждения Министерством образования и науки Кыргызской Республики, узнать условия и требования для получения наград, а также сроки подачи заявок на участие. Перейдите в раздел «О себе». В меню «Заголовок профиля» можно указать краткую информацию, отражающую вашу профессиональную деятельность. Это может быть ваше нынешнее место работы, ваша основная специальность или важные навыки. В меню «Обо мне» можно более подробно рассказать о своих профессиональных достижениях, опыте и навыках в профессиональной деятельности. Нажмите «Сохранить». В разделе «Личные данные» можно добавить информацию о себе. Пункт «Персональные данные» будут заполнены автоматически. Заполните пункт «Паспортные данные». Как только данные вашего паспорта пройдут верификацию в государственном портале Түндүк, пункт места прописки заполнится автоматически. Если в пункте места фактического проживания не заполнены поля, укажите адрес, по которому вы сейчас фактически проживаете. В обязательном порядке заполните раздел «Контактные данные», так как актуальные новости и рассылки будут отправляться на указанные вами контактные данные. Укажите информацию о членстве в профсоюзе, если вы являетесь его участником. Нажмите «Сохранить». В разделе «Образование» необходимо указать ваше образование. Для этого нажмите «Добавить учебное заведение». В появившемся окне введите все необходимые данные и загрузите подтверждающий документ об образовании в формате PDF. Обратите внимание, что поля необходимо заполнять правильно. В последующем эти данные будут отображаться в других автоматизированных информационных системах. Нажмите «Сохранить». Информация о вашем образовании успешно добавлена. Если у вас есть несколько образований, добавьте их поочередно. В разделе «Трудовая деятельность» необходимо указать трудовой стаж, начиная с первой записи в трудовой книжке до последнего места работы. Нажмите «Добавить место работы». Укажите место работы и должность, даты назначения, перевода, увольнения, вид стажа и формат работы. Нажмите «Сохранить». Программа автоматически рассчитает общий трудовой стаж по каждому виду. Необходимо загрузить копии всех страниц трудовой книжки в формате PDF. В зависимости от правильности заполнения трудового стажа, автоматизированная информационная система будет рассчитывать рейтинг вашего портфолио для аттестации. В разделе «Профессиональная квалификация» можно добавить основные ключевые навыки, которыми владеете. Если вы являетесь тренинг-учителем, обязательно отметьте. Также укажите родной язык. Если вы владеете несколькими языками, необходимо указать каждый язык с уровнем владения. В пункте повышения квалификации можно указать информацию о курсах, аттестациях, тренингах и других мероприятиях, на которых повышали свою квалификацию. Укажите название курса, специальность, место прохождения, даты начала и окончания, номер сертификата и вид обучения. Нажмите «Сохранить». Раздел «Ученая степень и награды» состоит из 4 пунктов. Заполните их последовательно. Укажите ученую степень и ученое звание, например, кандидат наук, доктор наук, доцент, профессор. Нажмите «Сохранить». Награды и достижения. Перечислите награды, дипломы и другие достижения в области науки и образования. Нажмите «Сохранить». Научные труды и изобретения. Укажите публикации, научные статьи, изобретения и патенты, если таковые имеются. Нажмите «Сохранить».
дипломатический ранг, классный чин или иные специальные звания. Выберите соответствующие звания, если они есть. Нажмите «Сохранить». В зависимости от вашей профессиональной квалификации и достижениях необходимо заполнить все пункты. В разделе «Олимпиада» можно добавить список учеников, достигших высоких результатов. Нажмите «Добавить олимпиадника», если ранее их было несколько. Заполните профиль учащегося. Обязательно загрузите документ, подтверждающий, что вы готовили данного ученика или ученицу к Олимпиаде. Это может быть приказ, решение педагогического совета, справка или любой другой официальный документ, а также сам документ о занятии призового места. Нажмите «Сохранить». В разделе «Воинский учет» заполните информацию о вашей категории учета, воинском звании, наличии военного билета и данные о военкомате, в котором вы состоите на учете. Нажмите «Сохранить». В разделе «Разное» можно добавить информацию об участии в общественной деятельности, волонтерской работе, о периодах пребывания за границей с указанием страны, цели поездки и продолжительности. Надеемся, представленная информация была полезной для вас. Благодарим за внимание.